Доброе утро всем, кто встречает утро этого понедельника, 27 мая, вместе с нами. Привет всем, кто запись. Когда нас о событиях прошедших выходных в Башкирии. Посмотрим, высказывание главы Илишевского района Ильдара Мустафина после массовой драки в райцентре. Проведем голосование на нашем канале в Ютубе. Поставьте плюсики, если у вас все хорошо слышно и видно, и комментарий какой-то там или просто другой знак, если у вас какие-то технические проблемы. Мы пытаемся сейчас с этим разобраться. Итак, напомню, это прямой эфир. Прошу вас свои комментарии оставлять на нашем чате YouTube-канала. Комментируйте, делитесь с друзьями ссылками на программу, ставьте лайки, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Этим вы поддержите работу нашей редакции, но также вы можете поддержать работу а, финансами. Для этого есть ресурсы, такие сервисы, как Boosty и Donation Alerts. Ссылки на эти сервисы в описании. Итак, давайте начнем с прессы. Председатель Следственного комитета России поручил доложить о расследовании обстоятельств массовой драки в Республике Башкортостан. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета в эти выходные. Там говорится о том, что в соцсетях появилась информация, что в Башкортостане произошло нападение на двух участников специальной военной операции. Сообщается, что за участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке. И по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства. Соответственно, Бастрыкин поручил готовить доклад а, руководителя Следственного управления Следственного комитета по Башкортостану Архангельского. Вот. Что же пишут в соцсетях? В соцсетях разные каналы, разные СМИ пишут по-разному. Например, в честном репортаже написали, что в селе Верхнеиркеево армяне толпой кинулись на участников спецоперации. За двух бойцов позже вступились местные, что привело к массовой драке. Как это совпадает с сообщением Следственного комитета, только тут появилось указание на национальность тех, кто участвовал в конфликте. Примерно то же самое говорится в редакции «Честно говорят». Здесь тоже сообщается, только здесь уточняются детали, что эта драка изначально была неделю назад. Толпа мигрантов избила двух бойцов СВО, приехали домой в отпуск. И, собственно говоря, после этого возмущенные местные жители, ну, как говорится, с сленгом 90-х, там, или, не знаю, современных таких уже, наверное, тоже лет, забили стрелку, на которую 25 мая в субботу пришло порядка 150 человек. Вот, Уфа-1 рассказал об этом уже, свою версию. Но здесь уже пропадает указание на конкретную национальность. Говорится, что дрались якобы представители одной из местных диаспор и военнослужащие в отпуске. Это говорится про это видео, которое позже мы вам покажем. Вот, и тоже говорится, что в потасовке приняли участие около 150 человек. Но тут есть данные МВД республики. По данным МВД республики дрались руководители местного кафе и его посетители. Полицейскими участники конфликта установлены и опрошены, сказали, значит, в МВД журналистам. В ходе проверки предварительно установлено, что конфликт произошел на бытовой почве в результате неподобающего э, поведения отдыхающих лиц. Вот. И, собственно говоря, все произошло таким образом. Откомментировал достаточно оперативно ситуацию глава администрации Илишевского района. Забыл сказать, что все произошло в райцентре этого района, Верхний Яркеево. Ильдар Мустафин. Он, в общем, высказал свою точку зрения, что конфликт возник на бытовой почве в кафе на фоне
распития алкогольных напитков. Национальную подоплеку драки он исключил. И, собственно говоря, я хочу вам показать сейчас видео с его объяснениями. И мы специально совместили это с видео драки, вот этой, которая распространяется в социальных сетях, чтобы вы могли как бы сопоставить его слова с картинкой. Давайте это сделаем, посмотрим. В средствах массовой информации сегодня разгоняется видео и высказывание о том, что происходит инцидент на территории Лишевского района на межнациональной почве. Хотел бы об этом пояснить следующее. Сегодня на территории муниципального района Лишевский район, в том числе в районном центре селе Верхнее Иркеево, каких-либо инцидентов нет, разбирательств, драк и так далее. Данное видео снято более недели тому назад. Инцидент, конфликт произошел на бытовой почве в кафе в селе Верхнее Иркеево на фоне распития алкогольных напитков. Более того, в данное кафе и предпринимателям сегодня ведется профилактическая работа. И хотел бы сказать следующее, что совместно с сотрудниками отдела внутренних дел, администрация муниципального района проводит профилактические мероприятия на территории района. Спокойная обстановка на территории, каких-либо инцидентов нет. Итак, вы посмотрели вот это короткое видео, где Ильдар Мустафин свою версию событий в районе рассказал. Как вы поняли, что там все спокойно, все хорошо. Это был всего лишь бытовой конфликт. Это версия официальная, собственно говоря, администрации района и МВД. Они сходятся. Я бы хотел... Ну, еще раз давайте с точки зрения МВД, тоже прочитаю об этом, рассказали в редакции «Честно говоря». Еще раз повторю, значит, 25 мая в отдел МВД по Илишевскому району поступило сообщение о конфликтной ситуации, переросшей в драку между руководством одного из местных кафе и посетителями. Информация была зарегистрирована, на место выехала следственная оперативная группа. Полицейскими участники конфликта установлены и опрошены. В ходе проверки предварительно установлено, что конфликт произошел на бытовой почве в результате неподобающего поведения отдыхающих лиц. Заявление и обращение от участников конфликта в полицию не поступало и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». Вот. Отреагировали на эту ситуацию и в СМИ. Журналисты Пруфы на своем телеграм-канале опубликовали такой пост. Его заглавили «Хабиров в регионе мышей не ловит». И назвали вот эту вот ситуацию Верхней Иркеево в Илишевском районе как очередной прокол внутренней политики Радия Хабирова, потому что целую неделю, как оказалось, местные власти замалчивали вот эту массовую драку в Верхней Иркеево. И, в общем-то, ну, комментарий главы района не убедил журналистов. Они считают, что он слабый, неубедительный, запоздалый. Местные власти как будто специально сидели в сторонке и ждали, пока конфликт дойдет до федерального уровня. Напомню, что Бастрыкин взял на контроль эту ситуацию. Вот. И в связи с этим я хочу вас спросить, а как вы считаете, о чем говорит факт массовой драки в Илишевском районе? Давайте запустим голосование на нашем канале в Ютубе, в чате. 3 версии ответа я предлагаю. Если вы согласны с официальной версией, это бытовой конфликт. Ничего страшного, такое происходит периодически то там, то здесь. Это первый вариант ответа. Бытовой конфликт. Второе, все-таки есть какое-то отношение там этническое и прочее. То есть это какое-то межнациональное напряжение, какие-то вот отголоски следов баймакских событий. Там же тоже говорилось о каких-то вот таких межэтнических, ну, по крайней мере, проблемах. То, что, ну, не знаю, есть такое межнациональное напряжение. И вот оно вылилось. Это второй вариант ответа. И третье, поскольку там участвовали сотрудники, военнослужащие, как утверждается даже в официальной версии Следкома, участники специальной военной операции, то это последствия специальной военной операции. Всячески все-таки периодически то там, то здесь мы слышим, что вернувшиеся с боевых действий люди ведут себя соответствующим образом, они уже, так сказать, не дают спуску никому, и вот это приводит к конфликтам. Возможно, это третий вариант ваш, это последствия СВО.
Итак, еще раз напомню, что на нашем канале в Ютубе мы запустили голосование. Ваше мнение, о чем говорит факт массовой драки в Илишевском районе? Голосуйте, думайте. А я тем временем напомню, что что-то похожее на как раз в эти выходные произошло в Челябинске. Телеграм-канал «База» сообщил, что в Челябинске завели усиление из-за массовой драки и перестрелки с участием бывших членов ЧВК «Вагнер» и местной молодежи. При этом конфликт начался из-за девушки. То есть вполне себе бытовая причина, но в итоге из-за перепалки получилось так, что одна сторона позвонила, значит, своему родственнику, который служил ранее в ЧВК «Вагнер». Он пригласил своих сослуживцев нескольких. И они пришли, значит, разбираться. Я смотрел видео, тоже там такое достаточно большое количество людей. Может быть, не 150, как говорится, утверждается, про Илишевский район, но тем не менее. Была массовая драка, сначала победу в которой одержали как раз бывшие военные, но потом вторая сторона пригласила еще своих, так сказать, единомышленников. Они были вооружены травматическими пистолетами. И тут они, конечно, одержали свой, так сказать, перевес. Вот. Пришлось вагнеровцам как бы уйти с поля боя, ну, в кавычках, поля боя, да. Прибывшие полицейские задержали 3 парней, один из которых несовершеннолетний. Вот. И теперь, значит, в Челябинске силовики Росгвардии МВД патрулируют улицы с автоматами, чтобы, так сказать, пресечь дальнейшее обострение событий. Ну вот тут как бы аргумент в пользу третьей версии конфликта в Илишевском районе, что такие ситуации возможны как раз из-за того, что бывшие военные в таких конфликтах одна из активных сторон. К другим новостям. Телеграм-канал Мэш Батащ, а потом и другие сообщили, что у спуска Дежневской лестницы в Парке Победы в Уфе нашли тело одного из пропавших подростков. Пригласили мать мальчика на опознание, но пока опознали или нет, никто еще не сказал. Напомню, что аж 30 марта пропали 2 подростка, 13 лет Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов. Они пошли гулять в лес рядом с лагерем «Чайка» и не вернулись. Нашли сначала их рюкзаки на берегу Белой, потом нашли спустя несколько недель сапог одного из мальчиков. А вот сейчас нашли тело, и по данным источника издания УФА-1, это тело с большой вероятностью является телом 13-летнего Павла Паличева. Вот. Ну, вот пока такие сведения, выражаем сожаление, если это на самом деле и так, вот тем родственникам тех подростков, которых вот уже столько времени ищут под Уфой и не могут найти. Вот одного, возможно, уже нашли. Другое ЧП произошло в башкирском лагере «Орленок». Это, по-моему, тоже Илишевский район, если не ошибаюсь. Могу ошибаться, но скажите мне, если это так, если я ошибаюсь. Итак, в лагере «Орленок» отдыхали дети из Белгорода. Там тоже были подростки. Они приезжали туда по госпрограмме, по господдержке. Провели себя там несколько дней, по одним данным 20, по другим больше месяца. Вот. И когда у них срок, так сказать, пребывания закончился, на последний день, как пишет телеграм-канал Мэш, в их головах что-то щелкнуло и началась анархия. И тоже распространяется видео, где летят из окон стулья, снимают, значит, окна, вот эти сетки, вернее, москитные. И там, короче говоря, происходит такой, бардак, скажем так. Вот. Издание «Подъем», федеральный телеграм-канал, поговорил с одними из участников этих событий детских, из очевидцев, из участниц смены этой. И по ее словам, участники погрома не были пьяны, просто чувствовали безнаказанность, потому что уже уезжают, и никто им ничего сделать не может. Начали вытаскивать из окон матрасы, бить двери, разносить все в комнатах. Всего в лагере по государственной программе находилось около 250 детей. Вот. И как бы хотели, как обычно, провести дискотеку и прочее. Ну вот, раз начались вот такие действия, то все быстро прекратили, разогнали всех по комнатам и никого не выпускали 2 часа. Проверяли, что произошло. Вот как рассказала девушка вот эта, которая там побывала, что обидно
что за всех ребят, потому что из-за некоторых теперь все белгородские дети становятся плохими. Теперь как бы такое клеймо на весь город. Ну, в общем-то, такая ситуация. Как выяснилось, что там на самом-то деле всего 5-6 детей затеяли, вот из этой сотни человек, как бы себя повели вот таким образом. Ну, собственно говоря, вот такая история. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе я провожу голосование. Как вы считаете, о чем говорит массовая драка в Илишевском районе? 3 варианта ответа. Вот один из комментариев на нашем канале. Это говорит о том, что крышевание одной диаспоры приводит к таким вещам. Кое-кто уже наглеет, предполагаю, что им ничего за это не будет. Другой комментарий. На росгвардейцев надежды нет. Самооборону типа дружинников нужно заводить. Вот, ну, круче под эгидой ФСБ. Вооруженные такие дружины. Ну, вот видите, как далеко все можно завести. И даже вооруженные народные дружины идея возникает создавать. Ну, давайте к другим событиям. В другом районе в Заурале прошел инвестиционный сабантуй. Об этом рассказал достаточно подробно издание «Правда ПФО». У них такой заголовок: Башкортостан будет производить узбекскую электронику и откроет у себя консульство Турции. Ну, то есть, вот такие выделили они итоги этого сабантуя. На самом деле, заявление о создании в Башкортостане завода по производству бытовой электроники узбекской фирмы «Артель» сделал заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли этой страны Дильшот Ахмедов. Вот. И, ну, собственно говоря, издание «Правда ПФО» рассказывает и о других событиях. Советую просто почитать, кто хочет понять, что происходило там. Приводятся слова Радия Хабирова, который поскромничал на пленарном заседании. Типа трава везде скошена, бордюры покрашены, улицы убраны. Это уже большое достижение для всех нас, потому что город чистый. Напомню, что все происходит в Сибае, в Заурале. И вот. Но самый главный итог, наверное, все-таки то, что республика поворачивается к новым партнерам на восток, в отличие от того, что было раньше, и заключает различные соглашения с тем же Узбекистаном, например, напомню, про завод по производству бытовой электроники. Также, например, другие события, другие контракты были заключены на этом форуме. В частности, председатель Совета директоров Уральского пружинного завода рассказал о создании на территории Белорецка современного литейного производства. Вот. Технониколь корпорация в Учелах неподалеку планирует построить завод «Стройминерал» по изготовлению керамизированных гранул. Вот этот момент еще есть. Еще важный проект собирается построить, реализовать Рязанский трубный завод. Они хотят создать в Давлекановском районе производство трубной продукции. Были и презентованные проекты в сельском хозяйстве. Так, например, фермер из Учелинского района хочет построить у себя в районе комплекс животноводческий. В Стерлибашевском районе тепличный комплекс хотят создать по производству, по выращиванию садовой земляники. В Абзелиле хотят построить медоперерабатывающий, то есть производство меда с говорящим названием «Золотой ключ». Вот. По традиции обсудили на этом инвест-сабантуе и туризм. Там выступил уже новый министр предпринимательства и туризма, бывшая глава Кигинского района Зухра Гордиенко. И она, так скажем, достаточно откровенно высказалась, что она доклад сегодня должна представить на оперативке в правительстве в понедельник. И она типа его уже 20 раз переделала, потому что, цитирую: «Не могу понять, почему мы до сих пор не развили зону Зауралья и не стали флагманами в России. То законодательство меняли, то еще что-то. В общем, буду краснеть и, скорее всего, буду бита Андреем Геннадьевичем», имеется в виду Назарова. Так вот она выразилась, Гордиенко, про тему туризма. Сам Андрей Назаров тоже подвел итоги этого сабантуя Зауралья 2024. Он сказал, что заключено 50 соглашений с общим объемом инвестиций более 103 миллиардов рублей. И самое главное, он выделил самое крупное соглашение о строительстве Салаватского завода искусственных полимеров. Это такой комплекс специальных химических производств. Масштаб инвестиций 53 миллиарда рублей и больше. Собственно говоря, но я не думаю, что это будет
с большим одобрением воспринято в самом Салавате, где экологическая ситуация оставляет желать лучшего. Об этом, кстати, мы уже говорили, но тем не менее итоги такие. 50 соглашений с общим объемом инвестиций более 103 миллиардов рублей, больше половины из которых это вот как раз приходится на завод химический, на целый комплекс заводов химических производств в Салавате. Вот. Это, так сказать, экономические новости. Немножко к политике давайте перейдем. Одна из новостей, об этом рассказала Дилара Гундорова в своем телеграм-канале. Она опубликовала ссылку на заявление лидера партии гражданской инициативы Нечаева, который заявил о том, что партия гражданской инициативы будет участвовать в региональных выборах в России. И тут речь зашла как раз об Башкортостане. Я специально просмотрел это видео, хотел его вам предоставить, но потом подумал, что там достаточно длинный кусок. Я просто там буквально 2, может быть, 3 важных момента подчеркну. Во-первых, мы рассматриваем кандидатуры на выборах губернаторов, в частности в Башкортостане. Вот так было сказано дословно. То есть пока решение не принято, каким образом и кого именно будет выдвигать партия гражданской инициативы. Напомню, что ранее в нашем эфире Дилара Гундорова раскрыла такой секрет достаточно, вот, что как раз гражданская инициатива готова была ее выдвинуть, вот именно на уровне федерального руководства. Но на уровне республики есть же своя здесь ячейка, отделение. Здесь ей как бы отказали. И вот эта вот ситуация пока для меня остается неясной. Что произойдет дальше? Мы брали комментарий у политтехнолога Андрея Потылицына. Он считает, что, собственно говоря, местное отделение региональное отделение федеральных партий, они достаточно лояльны все к существующему руководству республики, и они без их указаний ничего делать не будут, в общем-то, им как бы и не нужен такой конкурент, который даже гипотетически может составить конкуренцию. Вот. И по мнению Андрея Потылицына, напомню, есть вариант, что у нас все-таки федеральные власти разыграют такую некую игру, эксперимент, неожиданный проигрыш. Ну вот непонятно, что это такое, но, собственно говоря, если вы хотите разобраться в этих всех хитросплетениях местной политики, посмотрите в архиве в нашем видео программы «Аспекты мнений» с участием политтехнолога Андрея Потылицына. И хочу еще раз вам, так сказать, для интриги сказать, что сегодня у нас тоже будет интересный спикер. В 11 часов Евгения Куцуева. Она заявила о создании вообще новой федеральной политической партии. Вот это будет интересно, я думаю. Что за партия и прочее, и что за этим всем стоит. Так что в 11 часов приглашаю вас на наш канал в Ютубе. Задавайте ей вопросы. Что же касается все-таки еще гражданской инициативы, хотел бы сказать, что лидер партии Нечаев, он проговорил, что накануне у них была утверждена предвыборная платформа на вот эти региональные выборы. И там говорится, что большой ошибкой было, если говорить о региональной именно политике, такой, знаете, уклон в сторону ликвидации федерализма и местного самоуправления. Я думаю, это для тех, кто занимается именно политикой с точки зрения региональных интересов, эта вот позиция должна быть важной и интересной. Вот. Продолжим. Да, напомню еще раз, что идет голосование на нашем канале в Ютубе. Я спрашиваю вас факт массовой драки в Илишевском районе. О чем говорит? 3 варианта ответа. Это бытовой конфликт, это такое межнациональное напряжение или это последствия специальной военной операции. Еще продолжим о политике. Дело в том, что в эти выходные заслуженный учитель Российской Федерации и признанный в России иноагентом Тамара Эйдельман вспомнила про баймакские события. Вот, и опубликовала пост на своем телеграм-канале, который я хочу процитировать, если не полностью, но хотя бы достаточно обширно. Называется он «Не бросаем людей в беде». И она рассуждает, что многие или сейчас в данный момент помнят, где находится вообще город Баймак и что там происходило в январе. Хотя в то время, в январе, многие следили за массовыми протестами после ареста местного активиста. Она напоминает, что Фаиля Алсынова
Власти ложно обвинили в разжигании межнациональной ненависти и оскорблении мигрантов и посадили на 4 года. Фаиль Алсынов, напомню, внесен в список экстремистов-террористов. И это произошло как раз 16 января, как сейчас помню, потому что 15 января было одно судебное заседание, 16 января его внесли в этот список экстремистов-террористов, а 17 января произошли повторное судебное заседание, на котором должны были огласить приговор, и там произошло все, что произошло. Было большое скопление полиции, тысячи людей вышли на улицу в защиту Фаиля Алсынова. И как напоминает Тамара Эйдельман, признанный иноагентом, на сегодняшний день один из протестовавших умер в автозаке, другого силовики избили так, что он впал в кому, а третьего так допрашивали, что он не выдержал давления и повесился. То есть 3 жертвы. Вот. Против как минимум 80 человек открыты уголовные дела. И мы, может быть, забыли о том, что происходило в Баймаке. А дела-то идут, и люди могут сесть, рассказывает Тамара Эйдельман. Она сообщает, что 12 из этих людей помогает проект ОВД-Инфо. Это такой правозащитный проект, который тоже признан иноагентом. Тамара Эйдельман напоминает, что эти дела уголовные могут длиться очень долго, а адвокаты должны работать все это время. Поэтому она обратилась к своей аудитории с просьбой: пожалуйста, подпишитесь на регулярные пожертвования в пользу ОВД-Инфо. Очень важно, чтобы пожертвования были регулярными. Вот. Тогда будет понятно, что вы жертвуете именно на помощь тем, кого в Баймаке хотят посадить за снежок, брошенный в полицейского, или тем, кто пытался защищаться от силовиков. И это будет важно. Это будет значить, что мы их не забыли и не бросили в беде. Конец цитаты. Вот. Другой человек, который уже отбывает наказание по экстремистской статье, уфимка Лилия Чанышева, позвонила супругу из исправительной колонии 28 в Березниках. Об этом сообщил ее супруг Алмаз Гатин. Вот. Напомню еще, что Лилия Чанышева внесена в список экстремистов-террористов. Так вот, ее супруг написал, что она позвонила и сообщила, что закончила учебу, вышла на производственную практику в швейный цех. Прокуратура приводит передачи в строгое соответствие с Санпином, в связи с чем теперь большие ограничения к продуктам там. Вот. И она передала всем привет, написала, что писем совсем мало. Вы можете это положение исправить. Можно отправить письмо через Зону Телеком. Вот. Ну, нужно также, если вы хотите получить ответ, то нужно писать не на электронную почту, нужно указывать физический адрес. Адрес есть, в принципе, можно найти. Я могу напомнить. Это город Березники, исправительная колония 28, Чанышева Лилия Айратовна. Там нужно обязательно год рождения указывать. 1982 год рождения. Продолжим. Теперь, наверное, перейдем к уфимским новостям. В Уфе коммунальщики отчитались в соцсетях о залатанной яме у дома, но она стала еще больше. Об этом сообщает телеканал ЮТВ. В выходные он рассказал о ситуации в доме Бакалинска 70/1. Эти жители этого дома рассказали о провале грунта, который прямо вплотную к многоэтажке. После жалобы в Центр управления регионом чиновники отчитались, что все хорошо, яму засыпали, но жильцы утверждают, что этого не было сделано. Наоборот, яма только растет. Вот такая вот типичная ситуация достаточно, когда система, которая создана для таких благих целей, с целью следить за тем, что людей волнует в социальных сетях, и реагировать на вот эти ситуации. Называется система там инцидент, если не ошибаюсь. Вот. И если много сообщений, значит, надо точно реагировать. И вот как бы там установлены сроки на реагирование. И иногда чиновники вместо того, чтобы что-то реально сделать, либо фотографии присылают с другого места, что сделано все, либо просто отписывается. И как бы вместо решения проблемы идет такая просто имитация деятельности, вранье, ложь. Короче говоря, вот такая ситуация произошла и в данном случае. Но есть хорошие новости. Об этом рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев в выходные, что на светофорных объектах Уфы начали устанавливать речевые информаторы. То есть теперь, например, на проспекте Октября и на 49 светофорах
установлены такие устройства, которые для слабовидящих пешеходов или незрячих очень полезны. Они называют улицу, через которую можно перейти дорогу. Работают эти речевые информаторы с 6 утра до 23 часов вечера по будням и с 7 утра до полдесятого по выходным и праздничным дням, чтобы, так сказать, ночью соседей в жилых домах не беспокоить. Вот. А всего собираются поставить 171 такой речевой информатор на разных улицах Уфы. Такая вот хорошая новость. Еще раз напомню, что у нас на канале в Ютубе идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос, о чем говорит факт массовой драки в Илишевском районе. 3 варианта ответа. Выбирайте, который вам больше подходит. Итоги голосования скоро мы подведем, потому что мы переходим к спортивным новостям. Итак, вчера в воскресенье футбольный клуб Уфа в матче 16-го тура Лион второй лиги встретился с футбольным клубом Металлург из Липецка. Матч прошел в Уфе и завершился победой уфимской команды со счетом 6-0. 6 безответных голов. Это самая крупная в истории футбольного клуба Уфа победа в официальных матчах. Напомню, что в одном из кубковых матчей Уфа ранее выиграла команду Тосна из Ленинградской области со счетом 5-0. Это как раз был сезон, когда Уфа выходила в Евролигу. Из-за того, что Тосна, победитель Кубка России, вообще перестал существовать. И таким образом Уфе досталось это место в Еврокубках. Ну вот, была такая история. А Уфа вчера, напомню, выиграл с крупным счетом 6-0. 2 гола забил Гастаров. Гуренко отличился. Агиян, местный воспитанник, отличился. Малтининов, который давно не забивал. И Шамиль Исаев. 6 голов на счету наших ребят. Теперь Уфа продолжает занимать первое место во второй лиге с 28 очками, если я не ошибаюсь. Вот. И следующую игру Уфа проведет на выезде в Москве с командой Родина-2. Очень серьезный соперник. Но осталось 3 игры. С Родиной-2 и с Ротором будет дома. Третью игру сейчас не вспомню навскидку. Но суть не в этом. Еще одна новость касается Уфы. Уже со знаком минус я ее оцениваю. Российский футбольный союз отказал футбольному клубу Уфа в выдаче лицензии на участие в первой лиге. То есть сейчас, в данный момент, вот именно по состоянию на воскресенье, Уфа, даже если бы и выиграла турнир, она бы не смогла участвовать в первой лиге. Вот такая странная ситуация. На сайте РФС говорится, что лицензии не выдали также Краснодарской Кубани и Астраханскому Волгарю. Связано это с невыполнением обязательных критериев, например, финансовых. Здесь точно не говорится, какие именно критерии. Просто упоминается, что это обязательные критерии, в том числе и финансовые, возможно. Вот. Но еще не все потеряно, хочу сказать болельщикам Уфы, потому что в соответствии с правилами РФС решение об отказе в выдаче лицензии выносится комиссией с отсрочкой. В общем, Уфе дали срок до 4 июня, то есть еще несколько дней. Получается, до следующего вторника. Вот. И в течение этого времени клубы могут предоставить дополнительный пакет документации, чтобы комиссия его рассмотрела. Либо клуб может подать апелляционную жалобу на принятое комиссией решение. И тогда, в общем-то, у Уфы еще остается шанс, так сказать, победив по спортивному признаку, выйти на следующий уровень в первую лигу. Как ее называют, лучшая лига мира. Между собой болельщики и комментаторы спортивные. Вот. И, собственно говоря, я бы очень хотел, чтобы футбольный клуб Уфа оставался лидером и решил все проблемы с заявкой на лицензию для участия в первой лиге. Все-таки хочется, чтобы пришел сюда футбол такого, ну, уже больше, высшего класса, скажем так. Понятно, что не самого высшего, но более такого продвинутого класса. И будут команды уже более сильные участвовать и приезжать в Уфу. Когда спросили главного тренера футбольного клуба Уфа Евгения Харлачева на послематчевой пресс-конференции про эту ситуацию, спросили, новости о невыдаче лицензии как-то доходят до команды, он ответил, совершенно никак, и дальше на эту тему рассуждать не стал. Сказал лишь, что осталось 3 шажочка, двигаемся дальше, готовимся к следующему матчу. А в этом матче у Уфы все получилось. Все проблемы, как бы все, что
планировали, решили, сделали, владели инициативой на протяжении всего матча. Получалось практически все у команды. Пожелаем же, чтобы у них получалось практически все и дальше. И на футбольном поле, и в кабинетах в РФС с лицензией. Теперь я предлагаю подвести итоги голосования. Напомню, что закрываем давайте голосование. И напомню, что на нашем канале в YouTube я задавал вопрос, о чем говорит факт массовой драки в Илишевском районе. Напомню, там с начала 18 мая произошел конфликт некий между, как по предварительным данным, двумя участниками СВО и, ну, по разным данным, либо мигрантами, либо местными предпринимателями и так далее. Вот. А затем через неделю, получается, позавчера, прошу прощения, в субботу, была назначена так называемая стрелка, и там уже участвовало 150 человек, и там, так сказать, что произошло, мы не знаем. К сожалению, нет ни свидетельств очевидцев таких достаточных, есть только скупые видео, на которых можно понять, что происходит драка, а дальше ничего не понятно. Итак, ваше мнение. На первое место вышел ответ на вопрос, о чем говорит факт массовой драки в Илишевском районе. Это межнациональное напряжение. Это 63% нашей аудитории поддержали. Это версия, которую не поддерживают официальные власти и МВД. На втором месте версия последствия СВО 24%. И меньшинство, что это бытовой конфликт, 12%. Как раз бытовой конфликт — это официальная версия. Ну что ж, спасибо вам за активное участие в голосовании. Теперь я хочу перейти к федеральным и российским новостям. Давайте я зачитаю вам телеграм-канал, вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо Новости». 2 человека пострадали в результате ударов со стороны вооруженных сил Украины в Курской области, утверждает глава региона Алексей Смирнов. В Белгородской области атаки дронов против автомобилей привели к ранениям 2 водителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Тем временем число жертв субботней бомбардировки Харьковского торгового центра «Эпицентр», по данным местных властей, выросло до 16 человек, еще 43 получили травмы. Вооруженным силам Украины удалось стабилизировать российское наступление на Харьковском направлении. Об этом идет речь в сводке британского министерства обороны. Тем временем Владимир Зеленский в обращении к мировым лидерам накануне швейцарского саммита предупредил, что Россия собирает еще одну наступательную группировку у границы Сумской области. Украинский беспилотник упал на рекордном расстоянии от линии фронта в районе Орска. Это на 140 километров дальше атакованного ранее города Салавата в Башкирии. Дрон был обнаружен более чем в 1500 километрах от ближайших позиций вооруженных сил Украины под Краматорском. Издание Урал56.ру со ссылкой на источник утверждает, что инцидент не привел к большому ущербу и обошелся без пострадавших. Российские заводы в этом году выпустят втрое больше артиллерийских снарядов, чем европейские страны и США, подсчитали консалтинговые компании Bain Company. Доклад, опубликованный каналом Sky News, создан на основе открытых источников, сведения о которых о производстве боеприпасов могут отличаться от действительности. Хамас впервые с января обстрелял центральную часть Израиля. По данным военных страны, из района Рафаха было выпущено 8 ракет, некоторые удалось перехватить. В службе скорой помощи отчитались о 2 пострадавших. Военное крыло Хамас бригады Иззидина Аль-Кассама в телеграм-канале назвало атаку крупным ударом по Тель-Авиву. 9 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, получили травмы средней тяжести в результате аварии автобуса в Новокузнецке, сообщили местные медики. Судя по опубликованному во ВКонтакте видео, автобус не вписался в поворот дороги и столкнулся с перроном железнодорожной станции. Версии происшествия пока не приводится. Сухогруз «Зеленга» вошел под несудоходный пролет железнодорожного моста в Ростове-на-Дону и врезался в опору сооружения. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал отказ управления судном. Оно получило серьезное повреждение рубки. В результате случившегося никто не пострадал, движение по мосту не нарушено. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо Новости». На этом наша утренняя программа завершается, но я еще раз напоминаю, что в 11:00 на нашем канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе будет программа «Аспекты мнений», и ее гостем станет руководитель Всероссийской школы блогеров, политик Евгения
Куцуева, которая заявила о создании новой политической партии. Так что жду вас в 11:00 на нашем канале. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдуллин. До новых встреч в эфире.